Виктор Петрович Астафьев родился 1 мая 1924 года в селе Овсянка Красноярского края. Закончил высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького. В 1951 году в газете «Чусовской рабочий» впервые был напечатан его рассказ «Гражданский человек». С 1958 года Виктор Астафьев член Союза писателей СССР. Автор книги «До будущей весны», романа «Тают снега», повести «Кража», «Последний поклон», «Стародуб», «Царь рыба», «Звездопад». В 1989-1991 годах народный депутат СССР. В жизни, как мне кажется, Виктор Петрович, сейчас все имитируется. Имитируется власть, имитируется строительство дорог, имитируется семья, имитируется искусство в театре. Я это объясняю тем, что полупрофессия, полупрофессионализм, полуработа, полу. А у вас нет ощущения, что войны Великой Отечественной не было? Нет, такого ощущения у меня нет, поскольку все-таки мне и глаз подбили еще 2 раза ранее. Это я понимаю. В голове постоянно звенит. У меня-то как раз нет. А русский фашизм откуда взялся, Виктор Петрович? А он был у нас всегда. В России? Да. Ну а кто же убил царя-освободителя? Причем не лучше губернатора обязательно его, значит, кокнуть так. Кто это с пистолей за поясом бродил, с кистенем? Я не только это имею в виду, Виктор Петрович. Последний тираж «Майн кампф» Гитлера в России 120 тысяч экземпляров. Любопытство. Прежде всего, я думаю, любопытство. А кого-то рвание всякое, значит, жаждущей власти. Я же письма получаю, что вот мы придем к власти, наведем порядок. А порядок-то что? Ну, Гитлер безработицу в стране ликвидировал, голод ликвидировал, воровство ликвидировал, расстрелявшись значит, на месте несколько воров, так сказать. Вот это вот я перечислил достижения германского фашизма. В развале же страна-то Германия была. Он пришел, этот фюрер, и прибрал ее. Но при этом в каждой русской семье Гитлер кого-то убил. У меня деда убил, у вас убил. Так у нас свои убийцы родные были, куда с добром. Они столько поистребили своего народа, в отличие от Гитлера. То есть Сталин страшнее, чем Гитлер? Конечно, конечно. А как можно сравнивать, Виктор Петрович? Ну тот фашист и этот фашист, что Гитлер, что Сталин. Какая разница, кто из них больше убил, если оба фашисты? Там спасло Германию что? У власти был 12 лет фашизм. И Германии только повезло в том, что она имела этого товарища всего 12 лет. А мы 70. И вот наши результаты за 70 лет. Там за 12 лет едва разобрались и на ноги встали умные, трудолюбивые немцы. А мы, значит, и после 70 не можем ни встать, ни наладить, ничего. А самоубийств много сейчас, вот здесь, в деревнях? Самоубийств много. Среди стариков нет самоубийств. Молодых много, значит. Ну и всяких сумасшедших всего. Как и везде. Ну вот 3 собрались вот здесь, в этой деревне. И пили диклофос. Что-то его проткнут, там в воду опустят, можно пить уже. Так? Диклофос. Но апокалипсис начался? Апокалипсис давно начался. Я думаю, что он же перед Отечественной войной как-то. Вот это все наши лагеря, раскулачивания, вот это оно и есть. Преследование людей в Африке, значит, война в Испании. Это уже было уже то неспокойство, которое приводит к постепенному истреблению людей. Ведь качественно изменились люди не только у нас, а во всем мире. Андрей, я тебе скажу вот что. Фронтовые дороги. Мы наступаем. По всем дорогам, везде лежат патроны. На кустах висят противогазы, каски. Войну. Войну, мы наступаем. Так. Собираем здесь в тылу последние крошки хлеба. Дети умирают с голоду, так сказать. Добро валяется, так сказать. Вот. Все. Потом маленько уж начали мы порядок-то наводить. Потом уж орудие было трудно оставить без причины на поле боя. Ну что, неужели немцы воевали действительно лучше, чем мы, русские? Во всех отношениях лучше. А как же мы войну-то выиграли? Кровью, большими жертвами. А разве можно великую войну, если она великая война, а не мелкая какая-нибудь, выиграть только кровью и только мясом? Оказалось, можно. А чем бы мы воевали? Когда мы в 1941 году сдали в плен 3 миллиона. Мы сдали регулярную армию. Кем мы воевали-то? Мы довоевались до того, что в 1944 году в окопах уже появились язвенники, какие-то кривоногие, криворылые,
Когда по четвертому разу, по четвертому ранению из госпиталя стали возвращать на передовые людей. Это что такое? Говорим об бесчеловечности. Вот она. Хорошо было сказано у Симонова, когда он вел передачу, замечательную передачу, что всю правду о войне знает только народ. Когда я поработал над военной книгой, я понял, что Симонов не прав. И народ не знает всей правды, знает только Бог всю правду о нашей войне. Настолько она преступна, настолько она кровава, такая всеобъемлющая, так в нее много вошло всего. Мы расстреляли 1 миллион человек на фронте. Знаете? 1 миллион. Кто может еще себе позволить? Это может позволить люди, которые провели коллективизацию, стреляя налево-направо. Люди, которые 12 с чем-то миллионов держат за решеткой и столько же охраняют их, придумывая им всякие преступления. Мы копали так и работали так, что у нас к июлю месяцу сопревала гимнастерка. Можно было вот так взять и лоску, значит, показать себе. Мы работали за 5, за 10, потому что эти сидели морды. Истребляли наш народ, а он истреблялся. Вот ведь в чем дело-то. Может быть, я не прав, поправьте меня, но мне почему-то кажется, что очень многие люди, солдаты, подвиги совершали не потому, что вот там за спиной были загранотряды, и бежать было некуда, там тоже стреляли свои. Да нет, конечно. Привычка к добросовестному исполнению своих обязанностей, и шедшая от крестьянства трудоспособность, от крестьян, которых не добили, так они все простили этому. То есть привычка к подвигу? Нет. Если считать, что сам труд, само выживание в этих условиях вообще был подвиг, да. Виктор Петрович, а вы любите людей? Да. Не всех. Сейчас по выбору. Больше тех, кого любите, или кого? Больше всех люблю русских женщин. Единственная опора этого государства, единственное, кому надо поставить памятник где-то в Воронежской или Тульской области среди России, это она выиграла войну. Мы ведь мужички-то какие стали? У нас раньше говорили подкомель. Комель-то помнишь, что такое? Комель — это толстая часть дерева, а вершина, значит, тонкая. Так вот, мы постепенно переместили бабу нашу русскую под комель. Она прет. А мы под вершинку все больше и то норовим, так сказать, с-под вершинки уйти. Я был в Москве, когда учился. Однажды пошел кого-то встречать на Курском вокзале вверх, в тоннель видел, как баба из Орловской области, потом я увидел Орловский поезд, поэтому, значит, знаешь, несла 2 бетона. За эти 2 бетона держалось 2 ребенка ходячих. На ней был рюкзак, набитый продуктами или чем-то там. А под мышкой она держала и волокла пьяного мужика. Но это же ужасный образ женщины. Он ее материл. Это же страшный образ, вот то, что вы сейчас сказали. А что ж, если он такой и есть? Муж, жена, одна сатана. Не надо на пьяницах жениться. А уж если запил парень... Пьяницам не надо жениться. Вот что. Чего не надо делать? Это бабы должны быть разборчивы, потому что в этой стране... А куда ей деваться-то, бабе-то? Других-то нету. Ну куда и чего ты улыбаешься, на меня смотришь? А? Другие есть всегда. В Москве у вас есть, может? И в Москве есть, и в Красноярске есть. Другие есть всегда. Просто вот ну что-то она выберет, баба. Где она выберет? На производстве. Виктор Петрович, если человек, а человек всегда любит жизнь, и если он идет на фронт, ну не мне вам это говорить смешно, потому что вы там были, а не я. Но если он любит себя и свою жизнь, то он совершает подвиг не потому, что ему жалко себя, не потому, что он к себе относится как к мясу, как к быдлу, которого вот погнали командармы в пекло и вперед с песней. Ты меня все уводишь в какую-то эстетику, знакомую лишь тебе. А я тебе все на мужицкую землю. Ты на мужицкой земле находишься, где во время коллективизации из 250 домов осталось 84. А неприятна мне мысль, что Гитлер воевал лучше, чем наши русские. Да и мне неприятно тоже. Но я это видел, к сожалению, сам. Товарищ Жуков всю войну гонялся за первой танковой армией. Немецкой. Нет, не мог уничтожить. Это ж под Каменец-Подольском в районе Шпола, скалы вроде настиг. Застряла первая танковая в грязи. Но мы за ней сунулись и тоже застряли в грязи. Ведь она без техники, без многого, но со знаменами, с достоинством
бросая раненых, что у немцев мертвых раненых бросать, это наш грех. Это мы мастера делать. Живых бросать, детей, стариков, раненых, это мы. А были такие полководцы, генералы русские, которые для вас великие? Да, Брусилов. А позже? Да и зачем мне по истории бегать, так сказать? Ведь если мы говорим, что русский солдат выиграл войну мясом, а не своим умом, солдатским, крестьянским, но умом. Это инстинкт, который сильнее ума. Что ж, на инстинктах воевали? Очень, очень. Многое произошло в человеческой жизни только на инстинктах. Человек ведь животное все же, миленькие. Ну, как мы считаем, более совершенное. Я бы не всегда это сказал, что оно более совершенное. Но мне что-то не кажется, что мы с вами животные, Виктор Петрович. Продолжение животного. А, Господи, а поймай-ка себя на какой-нибудь, как ты психовать начинаешь, что-то делать непотребно. Это кто в тебе? Человек заговорил или животное? А если животное, то какое вот во мне, Виктор Петрович? Лань. Лань? Ланич ничего, свинья была бы хуже. Но все-таки, Виктор Петрович, человек-то, это звучит гордо. Это Горький сказал. И в ранних книжках Виктора Петровича Астафьева, в первых 3 томах, человек звучал гордо. Это когда я любил Горького. А потом появился печальный, пусть детектив. Переломный, да, момента. А что случилось? Почему был этот перелом? Взрослеть стал. Сначала, как воробей, на ветку спрыгнул, чик-чирик, чик-чирик. Все, что вижу, значит, все описываю. Уже немножко набита рука. Вот, все подвластно, значит, ей уже кажется. Ничего не подвластно, неправда это. Вас очень часто упрекали после печального детектива, что вот там жизнь представлена как выгребная яма. Ну, просто писали, что на какой помойке вы собирали материал, значит, где вы рылись, в какой грязи. Я говорю, на той же помойке, на которой копаетесь и вы. Только вы не замечаете, чистоплю и не хотите это. А я походил, ну и кроме того, что я уже знал, значит, браки, все. Походил в отрезвители, значит, во всякие, значит, такие заведения. Все, думаю, немного я дохожусь. Я за бортом материала оставил такой материал, выбросил просто, расчистил, за который меня надо было повесить. А вот зачем искать жизнь? Ведь писатель всегда ищет жизнь даже там, где ее нет. Но зачем ее искать в отрезвителе? У писателя есть прекрасная возможность, если ему не в богату больно, не обязательно вешаться, а переложить на вашего брата свою тяжесть. Знаете, даром дарю, понимаешь, так. На читателя. На читателя, да. Вот раз на него, голубчика. И пусть он думает, с ума сходит, я писем матершинных всяких наполучал полно. Все это потом стихло. Когда начался доступ информации, значит, когда началось это все печататься, рассказываться, глаза открылись. Вот. Все, никто уже не говорит, что какой помойке рылся. Все это раньше чистоплюи такие были, что-то не. Так это прожили в какой-то вот жизни. Я хотел вам сказать, вот я недавно в поездках был, в Подтесово в школе, деревянная школа, с апреля, встреча в коридоре. А я немножко устал смотреть на аудитории детские, где на половине лиц лежит печать вырождения. Я говорю, ну-ка, так шучу, говорю, ну-ка, девочки, мальчики, встаньте. Во-первых, у нас в Сибири страшно красивые девки. Всегда были. А тут 2 или 3 поколения досыта покормили. Посмотрел, во-первых, школа набита красиво, красавицами будущими, так сказать, ребята. И ни одного с печати вырождения. Я так обрадовался этому. Поехал в Канск. Там авария жуткая произошла. Ну, когда город говном залило, я извиняюсь за это. Да, ну, к сожалению, люди пострадали очень. Действительно полгорода, потому что трубы лопнули, были в дерьме. Вот, или 40, или 70 с чем-то домов, значит, затопило. А полностью. Там и так грунтовые воды подходят, там и так в подвалах стояла вода. Виктор Петрович, ну когда Канск заливает дерьмом, потому что трубы гнилые, а некто Петухов в городе Канске плохой начальник, это ведь еще не символ для писателя, наверное, нет, сегодняшней нет. России. Я про говно про это не стал писать же. Отписался, уже в печальном детективе вывалил все. Ну, вот, пожалуйста, любуйтесь теперь, значит. Я же какое-то упреждение делал, кроме прочего, тому обществу-то нашим людям.
А они на меня сердятся, что я их рассердил, вот, написал. Так привыкли со знаменем ходить по Красной площади. А тут, ну, вытрезвители ребенка черви съели. Ну, что это такое? А как ребенка могут черви съесть, я понять не могу. А покровенно съели, не съели. До косточек съели. О Горбачеве вам бы хотелось написать? Ну, если не роман, то, по крайней мере, повесть, только честную. Я человека этого глубоко уважаю, который был грамотнее всех вождей нас, вот, всех вежливее, приветливее. Вот. И всех обманул. А Да, заодно такого танки хода отправил. строил. По Вильнюсу пострелять, по Риге, еще раньше по Баку. А что тогда о Брежневе не говорите, который в Афганистане кровь поднял? Виктор Петрович, я все понимаю. Я даже готов признать, что у Сталина и Иосифа Виссарионовича были определенные заслуги. Но был один недостаток. Перед страной заслуги, но был один недостаток. Он был палачом. А Горбачев был вруном и болтуном. Я правда о нем не знаю. Это слишком для меня высоко и далеко. Или мы, Виктор Петрович, так устроены мы все, что мы не хотим знать правды, которая нам не нужна и неприятна. Во-первых, мне 75 лет, я завязываю с этим делом вообще. А браться за такой материал, как управитель государства, сложное время, да такой противоречивый, как вы сами говорите, это должен быть другой талант. Но Лев Николаевич Толстой не удержался бы и написал эпопею про это время. Ведь с 1986 года 12 лет прошло. Лев Николаевич ничего бы не написал. Он в зрелом возрасте сам бросил писать художественные произведения вообще, насколько вам известно. «Живой труп» – одно из поздних произведений Толстого, великая вещь. Пьеса, так сказать. А Романов больше не писал ничего. Он писал так нравоучения такие. Был умен, Но и имел пьесы, на это право. но даже пьесы об этом нашем с вами времени нынче нет. Не могу понять, почему, что с писателями происходит. Время ломается вон, как люди как ломаются, а писатели... Писателю надо дистанцию. Извините, мой любимый критик Писарев всегда говорит, что она, только выдержав дистанцию, значит, издалека, освоив, так сказать, уравновесив этот материал, может приступать писатель к нему, иначе будет недобросовестно. Или происходит какое-то самовыпадение из времени. Никакого выпадения не происходит. Без времени есть время. Это идет подготовка. Вот вам раз и Пушкин. Да, ни хрена подобного. Пушкину почву рыхлили. Ой, как много до него. Столетия до него рыхлили, чтобы он взошел, этот колосок наш великий, так сказать. И убили. Только новому поколению будет дано освоить трагический материал современности. Или, как я знаю, допустим, большого геолога, замечательного человека, отца большой семьи, все, который взял напротив Академгородка у нас, утопился. И письмо оставил, я его читал, большое письмо детям. Оно заканчивается словами «Я устал». Вот бы написать про советскую власть и про все про это роман под названием «Я устал». А? Название хорошее, соответствует всему, так сказать. Я не смогу его написать. Это не мой материал. Моих сил уже не хватит. Слава Богу, что не хватит. Вот. И множество другое, что от меня ушло. Писательство, значит, такое дело. Я как-то видел на реке Чусовой, ну, писательский-то был, там начинался только, так сказать, вот. Но спал по 4,5-5 часов, не больше. Пошел ёршиков подергать мороз. И клюют, заразы, редко клюют. А сидят напротив меня, значит, Калинин и еще один начальник стана 250 бывшего и начальник общества охотников. Вот, значит, нагнутся, что-то там ершишек этих таскает и наливает, выпивает. И сюда ее, значит, и сидят, воркуют. И потом говорят, что, Виктор Петрович, смотришь? А вот, говорит, завидую тому, что вот вы вышли на пенсию, сидите вот, барбатуху попиваете, ершей дергаете, потом ушку сварите. Хорошо? Они говорят, очень хорошо. А я говорю, мне-то ведь покоя до последней минуты не будет. Когда у меня остановится сердце, то я в мозгу еще буду сознавать, вот какая она смерть. Всю жизнь неправильно писал. Надоело быть писателем, Виктор Петрович, так честно? Усталость накопилась. Тяжелейшая усталость. Я не могу выспаться никак, значит. Вот. Часто какие-то депрессии нападают после таких вещей, значит. Вот надеюсь сейчас отдохнуть. Видели, у меня в огороде уже лес какой, я там как засяду, чурка у меня там большая стоит. Вот на нее. Вот. И сижу. Иногда часа 2 могу сидеть. Птичек слушаю, мне не надоедает.
Мне нравится быть одному. Даже домашний надоедает. А? О, Бирюк. Старости лет. Это ли не трагедия? Вот ее мне постичь бы, я писать. Какое одиночество захватило Льва Николаевича Толстого. Будучи среди людей, он от одиночества убежал и от бабы. А что такое? Я всегда, значит, потрясаюсь. Недавно в Тарханах был еще. Все, я очень люблю Лермонтова, страшно, безумно люблю. Он 17 лет начал «Демона». Где-то тут же написал еще этим маскарад между этими делами. Какая же нагрузка на этого мальчика. Какие бездны перед ним открывались, а? Что я по сравнению с ним, и то меня давит иногда, значит, общее непонимание. Я стараюсь избегать его, значит, так сказать. А он-то где избежит? Но неужели и вам на волю хочется, Виктор Очень Петрович? хочется, очень. А то вы не вольны. Вот здесь. целыми днями никого бы не видел, вот, никто бы не звонил, вот, никто бы не надоедал. Вот принадлежать только себе. Это отчаяние. Нет, это усталость. Все та же усталость. Нация наша, страна очень устала, если не надсажена. И беды в большинстве наших отсюда. Какой гонорар вот за собрание сочинений, если не секрет? Я все время путаюсь в этих деньгах, значит, так Но сказать. $1100 есть? Ну что ты? Видите, Анатолия Борисовича Чубайса за одну главу в учебнике тиражом 5000, $90 тысяч. Ну вы хоть коллеги позавидовали? Ну эти были грабители с большой дороги, с Муромским лесом купцы ехали, а они их вот, значит, взяли, пришили, ограбили. Вот. Ну были всякие матерые, воры, правда. Ну я-то при чем? Я не завидую этим, вот, кто здесь строит трехэтажные, значит, виллы у нас. Строй, хрен с тобой. А воры сегодняшние вас интересуют? Нет, Совсем. абсолютно. А пол России ведь разграбили, Виктор Петрович. А как-то вот мы все, а черт с ними, грабит и грабит. Неинтересно это нам. Ну что я сделаю? Что, наган возьму, пойду и стрелять? Так не перестрелять, они меня забьют, скорее у них там лбы такие, охранники, так сказать. Вон охраняет у нас дом, виллу покажу, если хочешь, трехэтажная. Но вас эта приватизация до инфаркта не довела? А что меня приводить? Вот внука с внучкой они не приватизировали, у меня нельзя. Вот, и на прокорм не взяли. Заводы увели у мужиков в Красноярске. Мне абсолютно наплевать на это, так сказать. Рабочие места не там надо искать. А где? Делать что-то полезное для себя, для человека, для страны. Это все бесполезно. Это все травили небо, значит, тут, значит, черт его знает, что наделали. Так. Сейчас хоть дышать маленько есть, чем стало, так сказать. Неужели это правда, что вот здесь, в Шарыпово, зарплату людям навозом выдали? Ну а что ж. Вот. Хорошо, где водкой выдают. Водка, это когда говном, я прошу прощения, зарплату платят. Как? Вот моя, значит, невестка в Перми получала электропилой. Зарплату. Если это, значит, так, то я бы вот за что. Как при царе назначать губернаторов, сохранить, и их помощников, как раньше сенаторов, значит, назначали, так сказать, вот. Чтобы был сенат при самом правителе. Вот. А не эта орда. Они же комедию ломают. Я вот первое заседание смотрел, когда на съезде бывал еще товарищем депутатом, загнало меня, так сказать. Я уже видел, чем занимается Собчак, Казанник, Оболенский, Старовойтов, все эти. Я уже до третий день. Ну неужели люди слепые настолько, что они тоже не увидели, чего эти люди хотят и чего они гоношатся? Как Собчачок побежит там в пиджачке все, как залопочет. Это видно, что товарищ какую-то карьеру слепил ведь. Почему мне скучно стало с собеседниками такими, с которыми еще не было раньше? Я не могу себе найти собеседников. Они у меня есть друзья, они там, один живет в Курске, другой еще где-то, так сказать. Вот. Который с полуслова. Вот ему скажешь, и он понимает, что я хотел ему сказать, понимаешь. Но таких почти нет, мало.